Всем доброго утра. Как мы видим, за бортом температура 0 градусов. Я бы сказал, даже, наверное, плюс, потому что вон с крыш закапало. Это значит уже плюс. Плюс 1, наверное, где-то. Самая благоприятная температура для рыбалки на продольники, на вставные удочки. Время уже 10 часов. Если не 11 уже. Сейчас посмотрим. 10:23. Иван Григорьевич бы нам столько спать точно не дал. Будильники не ставили. Легли где-то во 2 часу, пока болтали. Немножко песен попели. Пообщались, поужинали. В общем, себя не напрягали, это точно. Думаю, как выспимся, так и поднимемся, проснемся. Так оно и вышло. Выспались, проснулись, голова свежая, погода благоприятствует. В общем, все хорошо. Как говорится, мы сюда на рыбалку, да, Серега, приехали, а не за рыбой. Как ваше Иван ничего? Григорьевич, мы сегодня проспали. Как ваше ничего? Нормально, отлично. Не проспали, а выспались, можно так сказать. Сегодня выспались, Так, кашку, что? Я с чем-то закрывал же вроде. Смысл ее спасать, я думаю, нету. Да, все. Мы ее сегодня Птичкам? птичкам. А на прикормку можно было? Можно и на прикормку, да. Я думаю, ее не, ну, нет смысла спасать. У нас нету ни холодильника, ни Нормально. В общем, все равно в принципе, у нас все собрано. Еда, кофре. так-то все собрано. Чайник только возьми с этими, с термосами. И чайник и что, с шмеля сегодня сделаем, да? Ну, конечно, термоса возьми с чайником, там прямо закипятим. Все, выезжаем. Вчера поработали, наживили продольнички, вставные удочки, так что они за нас нашу работу делают. Полдня у нас впереди есть, так что порыбачим, погнали. А, долетели с ветерком сегодня. Че, жерлицы не горят? Жерлицы не горят, я сразу посмотрел. Налимов нет, значит. Ну ладно, нет налимов, будем ловить сига с хариусом. Думаю, может где-то флажок горит. Не, нет налима. Вот осенью бы так они поставили на первый лед, уже бы загорелись. Так, начинаем сегодняшнюю рыбалку с наших вставных удочек. Просто пока толком не проверяю, просто иду и смотрю, есть что-то, нет. Вот здесь вижу, что что-то есть. Он клюет. Но что-то походу небольшое, судя по весу. Это или маленький сижок, или ёрш. Так, видно, да? Вон. Вчера почистили, сегодня все уже забито. Да, это ёрш. Вот такой вот маленький ершишка. Тебя меняем. По прогнозу, я думаю, сегодня большого улова ожидать не стоит. Обычно так вот, когда потепление, день-два не ловится. Потом, когда устаканится, начинает только потом ловиться. Так что ловиться будет, наверное, только послезавтра. Это чисто мое мнение. А как это покажет на самом деле, мы это сейчас скоро увидим. Все, наживляем, отпускаем. Так, ладно, удочки удочками, все-таки не выдержал. В первую очередь хочу проверить наши продольнички, потому что я уже не раз говорил, на продольники шансов поймать рыбу всегда больше. Не знаю почему, но они работают реально лучше. Но не сегодня. Сегодня пока он. Верный признак бесклевия — это то, что проверяешь даже продольники, и все черви целые. Все черви целые. Это значит, рыба сегодня пока, по крайней мере, ловиться не хочет. Все черви целые. Это было заметно уже вчера.
вечером, потому что проверяли, и потом перед уходом проверил все удочки, когда рыба ловится, там поклевка, там вчера уже ровно. Так что не знаю, если ничего не изменится с давлением к вечеру, много рыбы мы сегодня точно не поймаем. Второй продольник. Тоже пусто. И черви тоже целые. Да. Так, а здесь у нас небольшая натяжка есть, но это походу ёрш. Да, это сопливый. Это соплячок. Еще походу один ёрш. Ну да. Конечно, ерши заглотили, сидят себе, налима нет на них. Вон, жерлицы стоят и нуль эмоций. И вот они спокойно сидят себе на удочках, и сикхариус уже попасть не может. Место занято. Продольник. Продольник, продольник. Самый неклевый день. Так. Кормушечка сработала у нас. Вернее, не кормушка, а удочка возле кормушки. Поклевка была. Ага. Поклевка была. И поклевки нет. Значит, рыба здесь есть. Значит, рыба здесь к кормушке подошла. Так. Так. Вот это, наверное, длинного червячка кто-то шевельнул. Так. Ладно. Серега уже устал рыбачить. Ну как при таком клеве, пожалуй, устанешь. Сегодня это из-за погоды. Давление упало резко, наверное, вот и не ловится. Ничего, надо ждать, когда восстановится, чтобы удочки были все готовы. Должно ловиться потом. Может, не сегодня, может, завтра. Нифига. Включить камеру, вот он сиг. Помните, я говорил вам, кто-то долбит. Это, видишь, получается, кашки подошли. Только-только. Прикормка, да? Да, и взяла на червя. Длинный червячок. Только-только проверил. Вот перед начал эту трясти, смотрю, опять клюнула. Ну, вот первая рыба на сегодня. Первая пойманная рыба на сегодня. Может быть, еще не все потеряно. Серега уже домой собирался. Вот, поправил червячка, очень сильно висел. И вот она поклевка. И успел заглотить до желудка, блин. Только-только проверил, блин. Он уже глотал, попался и уже клевал просто так. Я уже удочку взял, наверное. Так быстро же он не мог это заглотить. Значит, все-таки кашка с чесночком призаманила.
Я подошел, она тык-тык клюнула, проверил, червяк висит. Я поправил, начал вот эту трясти удочку с мормышкой. Думаю, значит, рыба здесь есть. Здесь нету ничего. И клюнул опять. Ну, второй должен быть, да? Опять та же удочка сработала. Вставная. Червяк-то там еле-еле, душа в теле. Блин, на игру не хочет. Ладно. Будем смотреть. Может, мормышечку возьмет. Все-таки к кашке подошли. Смотрел в камеру здесь. Дно типа песчаное. Камней нет. Вот. Ну, давай. Жуй. Давай, заглатывай этого червяка. На игру не хочет, только на стоячку. Это еще раз подтверждает, что рыба сегодня не активная. По идее, продольники должны работать. Но они почему-то молчат. Но к вечеру, может быть, что-нибудь доклюнет еще. Только-только Серега подошел, весь расстроенный. Ничего, говорит, не ловится, ничего не клюет. Может, говорит, домой поедем. И сразу же поклевка. Так, давай-ка сюда свеженького червячка наживлю сейчас, красивенького. Вот такого вот маленького. Я думаю, сижок должен соблазниться. То, что это сижок, уже никаких сомнений нет. Сейчас на кончику такого свеженького. Раз. Вот так. Жуйте на здоровье. Приятного аппетита. Вот сейчас пешка точно не нужна. Сейчас он, по идее, должен заглотить. А мормышку не хочет. Ладно, подождем. Жует. Вон. Еле заметная поклевка. Видно, что подошел к червя. Вот к червячку вон жует. Свеженького поставил. Вот, все. Теперь, наверное, уже можно. Нет, еще рано. Во. Давай. Да подожди ты. Серега. Алло.
Привет, привет, Серега. Сейчас, секунду, подожди. У меня как раз клюет тут, блин, целый день не клевало, и во время поклевки ты как раз звонишь. Во-во-во, сейчас. Одного сишка только что поймал, сегодня вообще не клюет. Такая погода вроде нежная, сиговая, да? Да хрена, нет, как раз давление. Вот, не знаю, может быть сейчас восстановится. Только вот к кормушке подошел, поклевка была, одного сишка вытащил, одну селедку. И вот один долбит нежно, кто-то сейчас вот, хрен его знает кто. И тоже сижок, наверное, еле-еле, потому что вставную дрочит, а мормышка рядом ни хрена не хочет. Вы там также втроем, Григорий, Серега, да? Не, Григорьевич уехал на вертолете. Серега вдвоем, там ждаете Печору. Да. Ну, по Хариусу поклевал, наверное? Первый день, да, когда приехали, вчера на озеро ездили, вчера что у нас было? 3 сига и хариус был, вечером проверили. Вот сегодня первый сижок только попался. Блин, кто-то... Где ночуете, на Печоре где-то? Да, у Вовки в избе, Сумина. Ого, опа, есть. Тихо. А, есть селедка вторая. Вот, второй сижок в прямом эфире, прямо при тебе. Чаще звони. Блин, и так быстро успел заглотить, только тюкал еле-еле, а вытаскиваешь, крючок заглотишь уже в желудке, блин. Второй сижок. Вот. И вчера вообще вечером такие добренькие. Хариус, наверное, грамм 800, наверное, такой хорошенький хариус вчера был. А вчера ходили на озеро, на Дикий Вад. Там окуня душили. На Диком Ваде? Да. Ну, есть окунь там? Есть, но, правда, мелочи очень много. Как бы. Крупные тоже есть. Хорошие 40-ка сейчас. Крупные есть тоже, но, ну скажем, 2/3 мелочи, 1/3, ну где-то пару ведер-то, ну пару-то нет, но больше ведра точно поймали, наверное, окуней. Ну а этот, как его, что, рыбу чистите в такую погоду или как? А я с Григорьевичем отправили вчера. А вчерашнюю, конечно, чистим, не замерзает, да. Слушай, я тебе звоню по поводу вот этих заявлений на сетке. У тебя в телефоне нету случайно этого бланка? Где-то должны быть. А ты что, не подавал заявку еще? Не подавал еще. А что, там же месяц где-то идет. Сейчас скину. Ты в этом году уже подал тоже, да? А нет, это же один раз дается, и все, на всю жизнь. А, да? Да. Номер сетки есть у тебя, номера у тебя 1, 2, 3, 3 номера на сетку. И на всю оставшуюся жизнь у тебя зарегистрированы сети, и ты, если пока законы не поменяют, ты имеешь право на них ловить. К тому веду то, что этот, как его... Ты мне скидывал ВКонтакте, но это было так давно, что уже там не найдешь этой информации. Ну, а Джака сейчас шибыта. Ага. Все, вы долго еще там будете рыбу побеждать? Завтра выезжаем, наверное. Талуночка Сережа Косева Лениным пошел, да. Сегодня, говорит, поедем, а прямо сейчас при нем и вытащил, да не знаю, может к вечеру устаканится, да вот видишь, кормушки сейчас 2 сишка подошло, вытащил 2 сишков. На лимов не ставил, да, ничего? На лим оборвал тот козел и все. Стоит одна палка и как бы 7 жерлиц поставил на малявок, тишина. А щуки нету на Диком Ваде, да? Егна крыльмет котка с этой щука кис. Понял. Ну ты там все оставляешь, наверное, да, так на пару дней? Ну, наверное, рискованно, конечно, но хрен его знает. Почему рискованно? Ну, потеплеет, если удочки могут уплыть, потюкать, попадать. Ну, запросто, да. Снега-то не будет, снега уже толком на реке нету. Ну, если вдруг, время в избушке будет, вечером-то скинешь. Но там интернета нет, если их скину, я сейчас с реки только скину. Не к стеху, даже завтра выйдешь, просто не забудь. Но... Не нашел, я искал с тобой переписку ВКонтакте, не нашел, где это. Хорошо.
Ну, отсюда давай. Ну, давай. Ага. Вот так вот. Кашка, пшенная кашка с чесночком сработала. Две селедки. Вот как раз во время разговора с Серегой. Интересуется насчет этих сетей. Кто еще не знает, то что у нас рыбу весной с распаления льда до 15 июня можно ловить на сети, чтобы только ячея была не менее 40 миллиметров, сороковка, и 50 метров на человека. То есть у меня 3 сетки зарегистрировано, вот 15, 15 и 20 метров. Общая длина 50 метров. Высота там у кого 1,5, у кого там 2 метра, это зависит от сетки уже. Вот. Ставлю сетку, ставлю бутылку записку, чья это сеть, номер сети и время установки. И это законно, скажем там, никакого браконьерства весной. Но не в русле реки, а на разливах. Разлила по большой воде, и ты вот на разливах ставишь эти сети. Так что рыбалка на сети у нас разрешена. Главное вот отправлять заявку. И Серега как раз вот просил бланок заявления. Это вроде в Питере по северо-западу отправляешь заявление туда. Многие уже спрашивали, отвечал в личке, ВКонтакте. Бланки заявления отправлял. Адрес электронной почты куда отправлял. Кого-то, если интересует, можете обращаться. Будет время, отправлю. Как-то так. Настроение хоть немножко поднялось. Наконец-то с утра. Ну не с утра, но все равно вон вся тишина была. И тут кашки наши как раз 2 стишка подошло. Может быть, еще не все потеряно. Может быть, еще поклюет. Вот и последняя, крайняя вставная удочка у нас. И здесь что-то есть. О-хо-хо! Вот это ершище. О, смотрите, какой здоровяк. Вот это да. Вот это кабан с икрой. Вот такому ершу, поверьте, друзья, я тоже рад. Это тоже вкусняшка, вкусняшка. Ну, с того берега, с краю 2 или 3 ерша, не помню уже. И с этого вот один. Как бы даже ерш, получается, сегодня не ловится. Что-то совсем, видать, прижало. Червяка лучше поменяем. Он уже успел переварить его. Поставим свеженького. И сейчас пройдемся к Сереге. Посмотрим еще удочки, разик пошевелим. И попробуем поиграть мормышечкой. Может быть, что-нибудь активировалось. Не пусто, но точно уже сегодня не густо. Не знаю, может быть, к вечеру погода наладится, но пока вы сами видите, что творится. Ладненько. Ловись, рыбка, малая велика. Не теряем надежды. Ну вот и все. Проверочка у нас. О, клюет, клюет, клюет. Клюет. Оп. Ёрш. Это уже сейчас попал. Только что я недавно проверил, буквально минуту назад. Блин, я уж думал сижок. А это вот такой вот парнишка. Ершишка сопливый. Ну вот, вышло солнышко. Может быть, еще все наладится. Может быть, еще не все потеряно на сегодня. Так. Уже хорошо. Уже хорошо. Сейчас возьму удочку с мормышкой. Прогуляюсь по этим лункам.
В общем, будем пробовать. Опять эта же самая удочка. Только что пришел, проверил, шевельнул, и была поклевка. Была поклевочка. Что-то здесь есть. И главное, прикормка стоит и работает только одна удочка. Вот только вот эта удочка работает, и все. О, нет, рано. Рано. Давай, заглатывай. Давай. О. Видно, да? Все-таки кашка работает. Пшенка с чесночком и с растительным маслом. Так, поправим. По-быстрому поправим червячка. Так, ладно. Главное, игру не берет, только на стоячку. Только на стоячку. Получается, рыба есть, но она еще осторожничает. Может быть, вечерком начнет клевать. Да, погодка прилетела. Резко поменялся ветер. Ветер. Набежала туча, и просто вон стеной пошел снег. Был южный ветер, повернул на западный, на юго-западный, наверное, вот так. Нет, даже запад, наверное. Северо-западный. На северо-запад потянул. С ветром, снег. Может быть, и это есть причина бесклёвья. Аж сносит, блин. Ну чё? Серега, чё? Клюет? Я поймал там еще одного, еще один клев. Я вот думаю, блин, может туда пойти, там хоть И еще один клевал там. место проверенное. И еще один ловился там, ну, поклевывал. Блин, Два ерша сейчас отсюда снял тоже. Второго на ту же удочку, и та же удочка третий раз клевала еще. Погода, смотри, как ветер резко поменялся на северный, блин. да, причем резко, блин. Резко оттуда же шел, блин. Ну и теплый ветер был, блин, оттуда прям резко так. Циклон, вот из-за этого, наверное, не клюет. Ничего, я вон в ту сторону пробурился, туда пробурился. Нет поклёвок. Ладно, подождем. Там-то поинтереснее, там, блин, больше все равно десятки. Ну вот и удочка сработала. Вот такой вот средний хорюзок. Взял на нимфу. Серега говорит, не ловится. А мне попало. Сейчас. Оказывается, и мормышка работает. Тяжелая красная мормышка. Сверху нимфа. Вот так вот по дну постучал. Оп, еще поклевка. Ну, это Васек. Это Васька мы отпускаем. Гуляй, Вася.
Подошла стайка. Это уже хорошо. Стайка, может, два хорюска и подошли. Ну, вот этот сразу взял. Если первого где-то минут 5 уговаривал, играл мормышкой, то вот этот сразу, только на спуске сразу взял. Мормышка тяжелая, вот так вот по дну стучу. Нимфочка у меня чуть выше. И вот так немножко покачиваю. Может быть, еще не все потеряно. Ну вот туча прошла стеной, вот эта непогода идет, еще от того берега не видать. Вышло солнышко и как будто ничего не бывало. Немножко падает снег. Все устаканилось, вот циклоном просто ветром прошло, унесло все. И опять все хорошо. Так, поклевок у нас больше нет пока. Вот 2 штуки, одного сразу харюза поймал, одного отпустил. И все пока. Сейчас обойду все эти лунки, что Серега пробурил. И пойду схожу, поиграю мормышечкой там, возле кормушки. Может, там что подошло. Так, в общем, приехал к кормушке. И хочу попробовать добавить свежей кашки и пробуриться вот 2 лунки здесь и попробовать поиграть на мормышку. Мормышечка с нимфой. Может быть, что-нибудь соблазнится. Ну-ка посмотрим, приходил кто-то, не приходил. Походу никого не было. Хотя сижок показал, что он здесь есть. Но, видать, что-то ему не понравилось. Ладно. Добавляем кашки в кормушку. И буримся вот здесь вот. Тын-тын. Там у нас 3 огородики, еще 2 луночки здесь делаю и буду пробовать на мормышку. Ага. Как паяльная лампа. Ну, вон это примус. Тоже. Новый, еще муха не садилась. 13 лет уже назад покупал, еще так и не использовал. Не Сейчас. пользовался? Не, новые. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Коптит. Ну, конечно, тут масло все еще, блин. У меня был раньше старый примус. Куда-то это... Вот эти крышки подевались. Потом мне подогнали эти крышки. Сам примус потерялся. Ну, я знаю, где потерялся. В сарае, наверное. Фу, блин, коптит. Бензину. Ну, где ты? Старый примус, самый старый. Все, я тебе костер разжег, дальше сам. Теперь эти чайники, что там ты хотел? Так, ветер у нас сюда. Вот так вот сделаем. Ядрит кутрит, он коптит, блин. Ну тут это, наверное, просто смазка еще, да? Воду-то налей. Нам хватит с тобой воды. Откуда эта вода? С избушки. Так она и приехала. Время 6 час вечера. Сегодня даже трубочки от Валентины Васильевны не помогают.
не помогают рыбалке. В общем, за целый день нацарапали только по 4 штуки. У Сереги вон 4 харюза. У меня там 2 сига, 2 хариуса. Вот и весь улов. Ну, ершей десяток где-то, наверное. Там пару раз поклевки были еще на прикормке. И все. Вот они, средненькие такие вот. Это весь улов. Ветер стих. Начало подмораживать, лунки начали замерзать. Да меня сегодня погода за день 4 раза поменялась. Ветер, по крайней мере, это точно, да. 4 раза погода менялась за день. В общем, попьем чаю. Пойду пройдусь еще по удочкам. Тряхану продольники. Ну и будем собираться в избу. Ужинаем, собираем. Ну ладно, это будет завтра. В общем, завтра день выезда. Удочки, наверное, оставим. Что их это убирать? Оставлю. Через день или через 2 приеду. Не уплывут, наверное, еще, надеюсь. Никто же не тронет. Может быть, через пару дней будет ловиться. В общем, наша печорская рыба, она или ловится, или не ловится. У нее тоже под настроение. Одно из двух. А почему тоже? Ну, как у меня. У Сереги сегодня настроения нету. Весь Сегодня настроение хмурый, грустный, чуть ли домой уже не пошел. Пассивное настроение сегодня. Вот признаю честно. Полдня не ловилось. Что-то с утра, да, не заладилось. Вчера было веселее, вчера был довольный. Сегодня смотрите, какой Да, хмурый. сегодня с утра, ну вот к обеду, в обед получается, да, первый поймал две штуки. Ну, До а мне обеда вообще пусто ты было. бери с меня пример. Мне ловится, не ловится, по барабану я всегда одинаковый. Я как-то привык, не ловится, да и хрен с ним. Не ловится даже как-то, можно сказать, интереснее. Ну, да. Потому что, когда не ловится, ты начинаешь искать пути, методы, как поймать ее. А ловится, ну что, ну, стоишь, выдергиваешь, вытаскиваешь. Никакого интереса. Так что, когда не ловится, даже интереснее рыбалка. Как-то вот так. В общем, обновили наш примус. В принципе, все работает. Скипятили 3 чайника. Потому что сырую воду с Печоры не пьем, потому что она течет ниже Троицко-Печорска. Погода, ну, сегодня удивила немного. Нормально Или все. может это вот весна так начинается, что вот Все, что делается, за все к день, лучшему. за день вот несколько раз поменялось. Будет и на нашей улице еще праздник. Будет. И снег, и пурга такая была. И потом резко перестал, и ветер менялся несколько раз. Ну так. У природы нет плохой погоды. Ну, Ладно, все, давай еще трубочку на пасашок. И пойдем вытаскивать сигов килограммовых. Че, улов добавился? Нет, Нет. ни поклевки не было. не было. Надо собираться. 8 минут 7 начало темнеть. Крайняя удочка уже за целый день 5-го ерша дала. А так даже ершей. Там в конце несколько ершей, штуки, наверное, 3-4. Продольники пустые, удочки пустые. Собираем манатки, едем в избу. Хватит на сегодня. 8 хвостов есть. 8 хвостов и 10 хвостиков. Ершей, наверное. Мне больше 10. Наверное, штук 15 может быть. Пустые все равно не возвращаются. Ну да. Пустые, пустые. У меня бывало такое, что Что ты не доел трубочку? я не знаю, кто это не доел. Я не доел это. Да. Была, не была, прости и прощай. Держи. Держи. Вертикально. Держи. Так. Главное, шмель обновили. Примус. Все.
Валим. Валим, ты воду вылей этот, в пятишку-то. И тоже куда-нибудь. Ладно, все. Так. Рыба здесь, да? Да, я почистил. А ерши, там чисто белая, да, рыба? Там чисто харевая. Ну, понятно. Ладно, ерши сюда соберу. Ну все, в общем. Встречаемся в избе. На сегодня хватит. Ну, всем доброго вечера, что ли, получается. И с легким паром. Кому, да? Кому с легким? Не будем показывать пальцем. Но кое-кто просто сделал сегодня из избушки баню. Наверное, думает, давно бани не был. Он говорит, после рыбалки сразу иду в баню. Так он решил в баню сходить во время рыбалки. Соскучился, видимо, по бане. Да. А баня нормальная? Я ни разу там не был, кстати. Парилка классная. Нормальная, да? Да. А мойка? Мойка, Так себе. парилка классная. Ну, мойка так себе. Так, ну что, Сергей Владимирович, настроение у тебя хоть немножко поднялось Нормально. сейчас? Сегодня день был хороший. Целый И завтра день. будет тоже. Ну, до обеда поклевки не видел, и все. Да, из-за этого, скорее всего. Вот так вот. Если и у меня первый день приехали сразу поклевки, ну. Сразу. Второй день также. И третий день получается, да? Тоже, считай, с утра. Вот мы поехали на озеро третий день. Ну, Тоже, считай, только приехали, только закинул все. А сегодня... а сегодня нет. полдня Сегодня уж нету, погода и нету, какая. Нету, и нету. И ну, потихоньку. Не хотелось, конечно, но вот так вот как-то. А у меня вот в таких случаях наоборот, вот нету ни поклевок, никаких шансов. А я все равно меняю наживки, там живехонького червячка, там пробурюсь, там попробую, здесь попробую, снасти, там прикормку, кормушку так кинул, видишь кашку, ну. Ну, это бывает одинаково. Я тоже сколько раз я ходил, сколько раз пустой бывало, приходил домой. Вообще, бывает, домой идешь, вообще рыбу. Ну, а сегодня рыбы. на тебя было больно смотреть, я на тебя смотрю, думаешь, ёшкин кот, ты такой как будто, ну, пипец, вот жизнь Так, кончена. нет, планы были, я думал, сегодня сейчас харю наловим. Ну, скажем так, во-первых, мы любим поспать, но это ничего страшного, да. мы не за рыбой приехали. Утренний клёв мы просрали, да. Я возможно. всегда говорю, будильник в лесной избе – это бред. Ну, вот Ты такие должен его выспаться, не ставлю. отдохнуть, да. С Иваном Григорьевичем не побалуешь. Он поспать не даст, он уже с рассветом встает и пошли, поехали. Я нет, когда я один, Серега, оказывается, тоже любит поспать, так что нормально. Я даже не отрицаю. Нашли общий язык. Я не отрицаю это вообще никак. Но сегодня ты вроде первый стал. Сегодня первый стал, так Да. я встал, я думал, часов в 6. Ну, получается... Я так глаза открыл, я смотрю, светло, думаю, надо, ну, на улице светло, думаю, надо вставать. Я-то думал, часов в 6 утра. Но то, что сегодня ловиться не будет, я это предсказал еще вчера вечером. Ну, да. Когда я наживил все свежими червячками, и потом, когда сделал контрольную проверочку, когда шли, и не обнаружил ни одной поклевки, ни одного ёршика, ни одного сишка, я сказал, нет, завтра клевать не будет ловиться. Потому что перед клевым днем, вечерком все равно, при таком количестве крючков, там, где-то все равно поклевки есть. Движуха есть. А тут не было, значит, у них... Вот если бы сегодня вот вечером что-то поймали, то бы завтра утром тоже ловили. Так что на завтра сильно тоже больно рассчитывать нечего. Возможно, завтра с обеда будет ловиться на послезавтра. Возможно, но не факт. Так что посмотрим. Ну, будет так будет. Бог даст. Главное, от нуля ушли. Ну да. По 4 штучки поймали, да, 8 штук штук. привезли. Сегодня. Это ерунда все. Ни много ни мало, но вчера-то хорошенькие. Вот, почти пол-ведра стало вот с вчерашним уловом. С ершами вместе. Там ерши уже штук 15. Нормально. Немножко подустали. Может быть, повлияло то, что не ловилось сегодня. Настроение немного... Общая усталость уже как бы есть. И немножко уже соскучились по дому, по домашним. Сколько мы сегодня... Это уже 4-я ночь? Так. Сегодня что у нас? Какой день? Пятница? Сегодня- Пятница. 4-й. Тяпница сегодня, тяпница. 4-й, да. 4-й день. 4-е сутки. Ладно, что. Когда мы еще так вот посидим, Конечно. когда отдохнем? Нормально. Вообще.
Меня, если честно, Хорошо. не сильно домой тянет. Посмотрел я фотографии моего Логана, ласточку мою отремонтировали вообще круто, красиво. Так что буду теперь не одноглазый, а с двумя глазами нормально ездить. Вот. Это тоже хорошая новость. Что еще? А так, все хорошо. Единственное, вот сегодня пилу забыл. Завтра собираемся, отсюда едем, проверим. И все-таки я мотанусь с пилой, отцеплю корыто и попробую на тропу, прямую дорогу. Если я найду эту тропу, 2 месяца съездим. нет, вместе ты только это, лишний груз будешь. Да. Просто помогу где-то, может что-то Нет, пробить, нет, где-то нет, нет. пропилить. Это дополнительный вес на корыто, дополнительная нагрузка, нет. Ехать только без корыт, потому что топтать дорогу, это кусты, это где-то задний ход давать. Не, Серег, ты вон, я тебе оставлю. Ну хорошо, просто там... Ведро оставлю, ведро пока не поймаешь, не приеду. Давай. За весенний прожитый день, который еще с жизнью сегодня не идет. Ничего, нормально все. Все хорошо. Так что будем жить, Не вешать будем нос рвать. гардемарины. Да. Не вешать нос рыбаки. Стопочку поднять нам с руки. Сегодня Сергей Владимирович нам приготовил сосисочки такие вот на сливочном масле и макарошки пожарили на сливочном масле. Буржуй. Вкусно? Блин. Я же хотел вчерашнюю рыбку порезать, а уже убрался. Я и думаю, я что пошел когда эту солить. Я думаю, смотрю, не принес. Ну, думаю, малосолочку там можно было бы. Но, если честно, ее надо шкурить. Мне пошкурили ее. А с чешуей не очень, да. да, пойдет. А- Тогда пусть лежит там все. Уж будем без малосолочки. Да. Так-то можно было бы, конечно, да. Еды, скажу вам, можно было не 4 дня. Нет. Тут, походу, получилось как. Каждый взял на 4 дня для троих. Чтобы можно было с одного рюкзака накормить 3 человека 4 дня. Каждый. Так и взяли, да. Потому что Григорьевич уехал, мы только-только начали свои припасы доставать, блин. Трубочки доели. Гречку Суп. доели. Суп, там еще макароны, котлеты, яичница жареная с салом. У меня тоже каша еще и все это. Говорю, И на худой конец там еще полпакета бич-пакетов. всего. Я говорю, жрачки на этот раз взяли, можно месяц жить. Как будто на Хлеба, весну. главное, хватает. Мы в прошлый раз с тобой, когда последний раз твой ездил, помнишь, ну, последний день уже без хлеба были. Да ты что? У Сереги. Когда, Серега приехал, да. Серега приехал, привез, мы уже последний день мы были без хлеба уже. Мгм. Я сейчас хлеба-то взял полпакета. Сколько? 4 или 5 буханок хлеба только взял. Хлеб это главное. Да. Не, самое главное вон. Главное, чтобы рыбацкий был. Потому что днем ровно. Я потому что хорошо помню тот вечер, когда мы с тобой последнюю горбушку хлеба пополам порезали. Я говорю, днем ровно. Есть, нету, вот. Ну, в день заезда можно там побаловаться там для тудым-сюдым. А так вообще ровно отношусь. Вот вечерком ужин приготовил, ну, как-то не то чтобы Да и для тянет, сна что это, ли, да. Это для настроения, для... С устатку выпил, и тебе и спится хорошо. И Ну, всё. ты поверь, наверное, бессонница и так бы не мучила, но хуже точно не будет. Хуже не будет. Все хорошо. Сама атмосфера, скажем так. Конечно. Если бы мы пьянствовали, так мы на речку бы не выходили. И рыбу бы не половили, правильно? Мы бы 10 проснулись, ну что, наливай. Всё. Да, и все, и не поехали бы на рыбалку. Некоторые так и делают, Так, и пока, делать, так я знаю, пока синька не кончается. я про что и говорю, потому что я знаю, что у некоторых так и есть.
в избушках сидят, пьют только, квасят и все. А у нас не то чтобы не заканчивается, а у нас она заканчивалась 2 раза только в жизни, я помню. И то потому, что некоторые охламоны, понадеявшись, не знаю, на меня, то, что я там вагон возьму, что ли, не брали или возьму там 1 бутылочку водку на 4 дня, допустим. А пьют как лошади. Надо в среднем брать, вот идешь на 4 дня, как минимум пол-литра на человека в день. Значит, ты 4 бутылки берешь, ты вот втроем пошли, значит 12 бутылок надо брать на 4 дня. Но я всегда беру пару бутылочек с запасом там куда-нибудь положу на всякий случай, потому что вот вдруг сейчас тук-тук, гости придут. Ну, был случай, мужичок взял себе новый буран, купил себе новый буран. Только вот его пригнал. Поехал в лес. И все, и то ли у него... движок скакан, стучать начал. Все, не может завести, и все. И выходить с лесу, там тоже, он говорит, километров 20 что ли выходить. Он говорит, хорошо, у меня была если бы не бутылка водки, я бы, говорит, не вышел бы. Не, надо, Я надо. пройду, говорит, немного, сяду, отдохну. Ну там тоже надо Чуть-чуть аккуратно. выпил, говорит. Переборщил, Ну, сел, может, да, уснул можно и все. уснуть. А так, говорит, если бы... Он, как говорит, как допинг получается. Я посидел, отдохнул, выпил, дальше пошел. Посидел, отдохнул, выпил. И водки не было, я бы, говорит, не дошел. Мне кажется, дошел бы как. Все равно бы жить дошел захочешь. бы. Конечно. Инстинкт самосохранения Конечно. еще никто не отменял. Конечно. Вот так. А новый буран только пригнал. Так. Я вот сейчас вот сижу, да, и вот езжу. Мы очень далеко едем с избы до места рыбалки. Очень далеко. Тут надо одно из двух. Очень далеко. Или ловить, рыбачить здесь поближе к избушке, или рыбачить там, но тогда, не знаю, ездить в ту избу, ну там тоже по пересеченной, тоже далеко, не знаю. Далеко. Потому что едешь, сам понимаешь. что Или, далеко. нет, просто видишь, я не то, что сейчас вот этим днем живу, я на будущее как бы для зимней рыбалки, там, где палатку построить, или, ну, не знаю, посмотрим. Но там мне место нравится, вот здесь я не знаю. Может быть и хорошо здесь тоже, и рыба ловится, но здесь смотри, какие торросы все. Все в торросах. Не, чистое место-то есть, конечно, там на реке. Есть, да. Ну, туда зашлуговано все, да. В общем, каждая поездка на рыбалку это в то же время и разведка на будущее, потому что я уже в голове своей прокручиваю планы на будущее не то, что на весну, а уже на следующую зиму. То есть зимний сезон еще не закончен, как бы рыбачим на зимней рыбалке, а я уже готовлюсь к новому зимнему сезону. Вот в чем фишка-то. И как бы потихоньку, там штрих, тут мазнул, там мазнул. И общая картина в голове уже потихонечку вырисовывается. Сейчас вот тут вот съездили мы на озеро через болото, тоже еще один штрих. Тут штрих, там штрих. Все-таки, когда нарисуется эта общая картина, я так думаю, это будет шедевр. Так что все, что не делается, все к лучшему. Каждая поездка это опыт, это разведка, это для будущего, скажем так. Вот. Ну и, конечно же, что-то познаем новое. Вот, новые места. Как бы надежда была, конечно, на лучше, но это не из-за того, что здесь рыбы нету. Поверь, рыба здесь есть. Никто же не говорит, что тут рыба нет. Это просто сегодня не Просто, клевый день был. Да, так Даже попали, судя и по всё. тому, что 2 сишка-то поймал одно, третий тоже начал тык-тык-тык и не заглотил. А одна удочка у меня, шерсти, говорю, вот утонула. Я в лунге ее поймал уже, удочку. Потому что ты Затянул, не закрепляешь. блин. Это да. Это на печоре такая фишка не пролетает.
уходят Ну, только... я увидел просто, я увидел, Потому она что в лунку тут заходит, может взять очень хороший крупный хариус, может взять язь. Он дурак, только утащит удочку в легкую. Налим днем не возьмет, но ночью, видишь, налим взял у меня первый же день рыбалки и порвал, и, к сожалению, Ну, больше это налима понятно, нету. что тут, как говорится, не в магазин же приходим. Если бы Нет. так было, что ты на речку пришел и с ведром рыбы ушел. Бывает и так. Просто Нет. не каждый... Ну, не каждый раз же так. Правильно. Ладненько. Будет день, будет пища. Все, что не делается, все к лучшему. Это моя любимая поговорка, то есть одна из любимых. Одна из любимых. Блин, а малосолочку, не знаю, не полениться, а достать сейчас бы, наверное, умяли. Умели бы только так. Угу. Ладно, подумаем. Умели бы только так. После третьей, наверное, все-таки скажу. Харрис бы сейчас зашел бы просто на ура. Крупный-то не просолился, если только сижок. Сишка, да, кого-нибудь. Так, на зубок. Ладненько. Давайте, будьте здоровы. А ничего, вкусненький ужин сегодня у нас получился. Нормальный, На сливочном масле-то. конечно. Я вообще макаронная душа. Я люблю макароны. У меня Ромка макаронный. Может, курицу, У меня и жена курицу и макароны каждый день есть. также И сосиски. вот я к макаронам вообще А я могу больше, каждый день есть. а я больше рыбу и картошку. Вот картошка, кстати, не могу вот. Ну, каждый день вот если есть, она мне очень быстро приедается. А если пожарить еще с лучком. А, кстати, лук же есть. Лук есть, и нет, уже там где-то есть. А, я хотел с супом поесть. Суп прокис. 2 банки Там супа было. чесночок еще где-то есть. 2 банки супа было. Вроде нулевая температура, а за 4 дня прокисло. Вроде избу не заносили. Как так? Ладно. Так, ну что? Хватит на сегодня. В смысле, видеть съемок. Болтать много лишнего не будем. До 2 часов сегодня точно не посидим, потому что вчера поздно сели кушать, из-за этого долго сидели, из-за этого долго спали. Сегодня, я так думаю, часиков 9 уже баю-баюшки баю. Ну а завтра часиков 6 рота подъем и собираемся, собираем все манатки и в сторону дома будем выдвигаться уже. Но с Можно рыбалочкой. еще на холодный ручей бы заехать, там бы. Не заедем. Не У нас заедем. бензин Так мы мимо, туда. не мы мимо. и- Куда? Какой мимо? Мы же машина-то там у нас. Там машина мимо. Если бы мы своим ходом ехали, тогда ну тоже у нас вообще не по пути ничего. Ну. Я тоже планировал, думаю, можно было бы через озеро проехать. Ну, тогда крючки останутся непроверенные, а сейчас все-таки свеженькие, там завтра, ну, возможно, белая рыбка попадется, штук 5-то, наверное, я так думаю. Мне там понравилось. Мне вот Григорьевич куда завозил. На холодный ручей? Да. Ну, так. Ну Да, просто так на нормально. день клевый был. Тогда и здесь вечером пришли, здесь поклевало. Тоже уже. поклевало, Сразу да. практически, блин. Да. А когда не ловится, то не ловится нигде. Это можно даже судить то, что вот на переправе тоже ловится, народ целый день на реке. Не ловится, 10 часов сматываются, все, никого уже нету, блин. Это значит никому не ловится. Ну да, если бы один ловил, а второй бы нет. То Если не ловится, то никому не ловится. Никому не ловится, ведь, конечно. Ладненько. До завтра. Будет день, будет пища. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Палец вверх, не забываем.